Узнать всю информацию о своем доме, квартире можно, не выходя из дома, благодаря сайту Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. На ГИС ЖКХ граждане могут оплачивать услуги ЖКХ, получать уведомления о начислении платежей, участвовать в онлайн-голосованиях, узнавать о плановых отключениях, направлять обращения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Не нужно ходить и за выписками о наличии задолженности, стоять в длинных очередях. Теперь все доступно в личном кабинете. Мы, Минстрой Ингушетии, как уполномоченный орган по мониторингу этой системы, зарегистрированы. Контрольно-надзорные функции возложены на Государственную жилищную инспекцию Республики Ингушетия в случае, если какая-нибудь ресурсоснабжающая организация не вовремя размещает данные, либо данные некорректные. ГИС ЖКХ начала свою работу относительно недавно, а число ее поклонников уже начинает расти. И это во многом потому, что все прозрачно и честно. На сайте хранятся самые актуальные сведения о состоянии ЖКХ. Все ресурсоснабжающие компании и все органы соцзащиты, и районные, и городские, переводятся в ГИС ЖКХ. В едином центре собраны все нормативные акты, действующие списки организаций в заданной сфере и объекты, имеющие отношение к жилому фонду, а также разрешительные документы управляющих компаний. Здесь можно найти и результаты проверок, а еще последние отраслевые новости. В общем, преимущества и плюсы портала рассчитаны в первую очередь для удобства граждан. Это не совсем интересно, наверное, таким не чистым на руку ресурсоснабжающим организациям, которые бы не хотели сделать свою деятельность прозрачной, потому что все, что вводится в электронной форме, после этого корректировать уже не получится. Напоминают в Минстрое. В эту систему с 1 января 2022 года интегрирует система органов социальной защиты по начислению субсидий льготной категории граждан. Если в системе ГИС ЖКХ у льготника будет информация о судебной задолженности, то льготы для гражданина будут приостановлены. С нового года все вопросы и ответы от ресурсоснабжающих компаний будут получать только через ГИС ЖКХ. Поэтому Минстрой региона настоятельно рекомендует поторопиться с регистрацией эту категорию населения. Ведь через портал они будут владеть точной информацией о наличии задолженностей. Органы соцзащиты, в том числе и Республики Ингушетия, уже в тестовом режиме в этом году отработали этот механизм, интегрирована система, сбоев не наблюдается, но при этом мы видим, что в системе очень мало граждан зарегистрированы. Часто у населения вызывает замечания порядок начисления платежей и невозможность его контроля. Но войдя в личный кабинет ГИС ЖКХ, каждый может увидеть не только свои платежи, но и каким образом производятся расчеты между ЖКУ и поставщиком ресурсов. Воспользоваться официальным сайтом ГИС ЖКХ могут все жители региона от 14 лет. Подключиться тоже достаточно легко. Система интегрирована в единый портал госуслуг. Зарегистрироваться можно через подтвержденную учетную запись. Здесь мы видим уже оплатить жилищно-коммунальную услугу по любому лицевому счету, подключить лицевой счет, направить обращение, жалобу, субсидии, компенсация расходов. Здесь ты заходишь оплатить, и ты свой лицевой счет вбиваешь, дом, адрес, улицу, далее он тебе показывает, у вас задолженность такая, оплачена то, если вы считаете ее спорной, вы можете там подать обращение. Эту информацию также видит жилищный надзор, когда вы подаете обращение, они тоже реагируют на это. То есть обращение подаешь там же на сайте? Можно тут же подать обращение. Вот видите, есть специальный раздел обращения и ответы на них. Оплатили воду, свет, вывоз мусора и обязательно в какую сумму. Все акты выполненных работ с ресурсоснабжающими организациями ежемесячно обязаны выкладывать на ГИС ЖКХ управляющие компании, товарищества и кооперативы. А при непредоставлении информации своевременно на организации накладываются штрафы. Уже по многим такие случаи были за непредоставление информации, которая не касается льгот. Это о начислениях, о размещении информации, о регистрации даже непосредственно в ГИС ЖКХ. Жилищный надзор Республики Ингушетия выносил предписания, даже административные дела, там некоторых граждан и фирмы уже штрафовали. Например, выписаны штрафы относительно регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов Республики Ингушетия неоднократно. Сейчас они начали работу по внесению своей информации непосредственно в ГИС ЖКХ.
В конце 2020 года функции заказчика ГИС ЖКХ переданы Минстрою России указом президента страны. Одна из основных задач стратегии развития строительного комплекса ЖКХ проектных работ связана с цифровой трансформацией, которая направлена в том числе на повышение качества данных. В настоящее время в системе зарегистрировано более 4 миллионов уникальных пользователей. Диана Дударова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.